Здравствуйте! Вы смотрите предвыборные дебаты на канале АТВ. Проведет их Елена Янак. Тема «Реформы в Молдове. Укрепление особого правового статуса Гагаузии и Гагаузии-Ри». Сегодняшние дебаты организованы для одномандатного округа номер 45 Камрадский район. В студию АТВ были приглашены кандидат от партии социалистов Республики Молдова Александр Суходольский, кандидат от партии коммунистов Республики Молдова Иван Кыльчик, кандидат от блока АКУМ Татьяна Урсу. Однако не все кандидаты смогли присутствовать на наших дебатах, не все ответили на наше приглашение. Я приветствую вас, Иван Кыльчик, господин. Объясню правила для нашего кандидата и для наших телезрителей. Дебаты у нас пройдут в 5 раундов. В первом раунде кандидат в течение 1 минуты представит свою платформу, свою программу. Во втором раунде кандидат ответит на вопросы модератора. Третий раунд кандидат имеет возможность задавать друг другу вопросы. И в 4-м раунде мы подготовили 3 конверта, в котором будет по одному вопросу, на которых нужно будет дать ответ. 5-й раунд будет дана 1 минута для обращения к избирателям. Итак, в общей сложности в всей программе для одного кандидата дается по 17 минут. Неиспользованное время в ходе передачи сгорает. Перед началом первого раунда, для того, чтобы лучше ознакомиться с кандидатом, мы предоставляем видеопортрет. Итак, сейчас смотрим видеопортрет кандидата от партии коммунистов Республики Молдова Ивана Кыльчик. Иван Кыльчик, кандидат от партии коммунистов Республики Молдова в парламент Республики Молдова по одномандатному избирательному округу номер 45, Камрадский район. Родился в 1951 году в Камрате, где проживает в настоящее время. Образование с 1970 по 1975 год он учился в Московском технологическом институте легкой промышленности на факультете экономики и организации промышленного производства. Трудовая деятельность. В 1980-1984 годах был инструктором орготдела райкома партии коммунистов города Камрата. После этого он 2 года работал главным инженером Камрадского кирпичного завода. С 1986 по 1990 годы являлся заместителем председателя городского совета народных депутатов города Камрата. С 1990 по 1991 годы заведовал общим отделом Камрадского райкома коммунистической партии. В 1995 году был избран примаром Камрата, заместителем главы районной администрации. Политическая деятельность. С 2001 по 2005 годы был депутатом парламента Республики Молдова. Участвовал в комиссии по экономике, промышленности, бюджету и финансам. В 2005 году являлся советником-посланником посольства Республики Молдова в Турции. В 2008-2010 годы начальник территориального управления административного контроля Министерства местного публичного управления АТО Гагаузия. С 2010 года занял должность помощника депутата и с данной должности в 2014 году ушел на пенсию. Женат, 2 детей. Если у вас есть какие-то дополнения по вашему портрету, вы можете сказать, но это входит в ваше время. Только один комплимент, потому что сколько я нахожусь на телевидении и на радио, никогда не было автобиографические данные мои не представляли, поэтому впервые АТВ сделал это, поэтому спасибо вам за это. В принципе, вся биография была изложена верно. За некоторым там есть моменты наименования предприятий в то время, так как они назывались, но это не страшно. Итак, мы начинаем наши дебаты, начинаем первый раунд. В первом раунде кандидаты представляют свою предвыборную программу. У вас есть на это 1 минута. Уважаемые избиратели, подходит к концу предвыборная гонка, и каждый избиратель сегодня сталкивается с 15 программами, кандидаты, которые идут по национальному округу, по партийным спискам, и по одномандатному округу, которые идут кандидаты, 7 кандидатов по 45-му округу. Поэтому программа, по которой я иду, она переплетается вместе с программой партии коммунистов. В принципе, она только дополняется моими действиями, которые я вижу в свое видение по вопросам, касающимся автономно-территориального образования Гагаузии. Поэтому в программе отражены все социально-экономическая ситуация, и в первую очередь партия коммунистов идет с главным лозунгом
на эти выборы. Коммунисты во власти, порядок в стране. В этом лозунге или в этом коротком предложении кроется все, что порядок нужно наводить во всех нашей сфере, которые нас сегодня окружают, с чем наше общество столкнулось или сталкивается, и в экономике, и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в социальной сфере, и в образовании, медицине, практически все сферы жизни, с кем сегодня наше общество связано. Спасибо, Что касается... ваше время вышло, к сожалению. На этом наш первый раунд завершился, и мы переходим непосредственно ко второму раунду. Напомню еще раз, что во втором раунде кандидаты отвечают на вопросы ведущего. Итак, первый вопрос. Вот вы уже были депутатом парламента Республики Молдова и представляли партию коммунистов. Что вы не успели сделать за это время, для чего вы решили еще раз баллотироваться в депутаты? Практически, если взять, проанализировать ту программу нашу за деятельность, 8-летнюю деятельность, то практически из тех программ было реализовано все вопросы, которые цели и задачи были поставлены перед нами, и они были выполнены. Есть моменты, которые, конечно, мы не сделали, за что нас и справедливо, может, критикуют, но к этим моментам или этим вопросов, которые не были реализованы, есть своего рода своя причина. Это и время, это и политическая ситуация, это и экономическая ситуация. То есть причин здесь можно называть много, но ситуация, которая складывалась за этот период, больше всего мы сделали. 2009 год после переворота, конечно, когда пришли демократы и отстранили от власти нас, коммунистов, и пообещали обществу и народу, пообещали жизнь, райскую жизнь, но, к сожалению, за 10 лет мы это не увидели, люди не почувствовали. Поэтому сегодня мы ставим вопросы, ставим опять перед собой задачу, что практически нужно республику возрождать. Возрождать ее с колен, поднимать во всех отраслях, во всех сферах деятельности. Куда ни кинься, везде люди практически ниществуют, практически увеличилось количество людей, которые стали покидать республику, молодые без работы, социальные пособия или пенсии, которые не обеспечивают минимальный прожиточный минимум, заработные платы, которые у людей не удовлетворяют их спрос. И то, что сделали и показывают сегодня демократы, в конце прошлого года дали 600 лет единовременное поощрение, повысили 10% пенсионерам пенсию. И практически это только одна из картинок показухи. На самом деле, все-таки реальность, которая существует сегодня в обществе, она другая. И мы считаем, что надо возрождать страну, и мы опять же говорим, что только коммунисты могут это сделать, поправить то положение, которое сталкивается наше общество. Коммунисты сохранят и суверенитет, сохранят и независимость. Коммунисты сделают все возможное, чтобы люди почувствовали это, по крайней мере, в ближайшее время. Вот в нашей стране идут реформы. Как вы считаете, как они влияют на полномочия Гагаузии? Я понимаю, реформы, которые сегодня происходят, реформы, они абсолютно игнорируются положением основного закона, нашего закона об особо-правовом статусе Гагаузии. Те моменты, которые мы в 2002 году, когда в 1994 году, когда был принят закон, а в 2002 году, когда мы в своей программе записали, что закон об особом правовом статусе Гагаузии должен быть конституционно закреплен, мы это сделали. Мы сделали 3 статьи, закрепили в Конституцию, ввели 3 статьи в Конституцию и Гагаузии с тем, чтобы все-таки дать возможность или, по крайней мере, показать, что автономия центр с автономией считается. Но прошло определенное время, точнее прошли вот эти десятилетия. За эти 10 лет никто не обращал внимания и продолжает не обращать внимания, более того, игнорирует, даже не делает даже попытки, чтобы рассмотреть или поправки сделать какие-то в законодательные акты. И практически Гагаузия осталась без присмотра. Поэтому нужно обязательно сейчас все сделать возможно, чтобы те законопроекты, которые были разработаны рабочей группой, надо их обязательно о них вспомнить, вытащить из-под сукна и обратить на них внимание и сделать все возможное, чтобы они все-таки заработали. И сам закон в целом должен себя проявить в полной мере.
Вот если вы будете снова в парламенте Республики Молдова, что вы в первую очередь намерены сделать для Гагаузии? Ну, я думаю, что в первую очередь надо вытаскивать эти 3 законопроекта, которые были разработаны, и садиться и рассматривать их еще раз повторно, и находить точки соприкосновения, и сделать все возможное, чтобы эти 3 закона были приняты в парламенте. Это в первую очередь. А во вторую очередь надо будет все рассматривать в будущем, чтобы стыковать законопроекты, которые принимаются парламентом, и как оно гласит, что они не противоречили законам Гагаузии, или гагаузские законы не противоречили молдавским законам. Поэтому здесь есть поле деятельности очень огромное. И здесь есть у меня моменты, задумки, которые нужно будет в случае попадения в парламент, нужно будет их воплотить, его нужно будет предложить парламентской фракции или парламентскому бюро, с тем, чтобы выйти из той ситуации, чтобы они не попадали опять в эти противодействия между центром и Камратом. Спасибо. На этом наш второй раунд завершился. Мы переходим непосредственно дальше к третьему раунду. Напомню, что третий раунд, у вас, напомню, осталось 10 минут, чуть более 10 минут. В третьем раунде у нас кандидаты могут задавать вопросы друг другу по теме или интересующим вопросам. Но так как у нас нету других кандидатов, наверное, мы сделаем, будете также отвечать. Диалог. Также диалог. Вами, да? Да, отвечать на вопросы ведущей. Вы можете сказать, говорили уже про инициативы, но вот, может быть, вы что-то дополните, если про законодательные инициативы, какие будут вот в первую очередь вами представлены или сделаны, будучи депутатом? Вы понимаете, работа в парламенте, депутата парламента, У вас уже есть опыт. Она строится не только на одной личности, она строится на базе деятельности всей фракции, всего парламента. Конечно, когда законопроекты поступают от правительства, это основной поток, или предложение в парламент поступает только законопроекты от правительства. Естественно, согласно регламента и согласно положению, депутат имеет право своей законодательной инициативы. Автономное территориальное образование Гагаузии может, депутаты Народного собрания имеют право тоже выходить законодательной инициативы. То есть здесь поле деятельности очень большое и очень огромное. Самое главное, чтобы находить понимание в тех законопроектах, которые будут предложены, чтобы находить понимание в том, что этот законопроект даст обществу, что оно даст стране, для того, чтобы общество продолжало развитие, для того, чтобы общество почувствовало от него какую-то положительную пользу. Поэтому парламентская деятельность, она многосторонняя. И я еще раз повторяю, и работа парламента — это не то, что согласно регламенту 2 дня заседания парламента, пленарных заседаний, а остальные дни иди и гуляй. Это повседневная, каждодневная работа и с литературой, и с законопроектами других республик, изучение моментов или других предложений, которые приняты в других государствах. И все это переносится на те моменты, что касается нашей страны. Поэтому самое главное, чтобы не повторять те ошибки, которые был парламент последнего созыва, который сейчас вот кончает свою деятельность, что из всего 4-летнего периода работы парламент проработал только 52%, а 48% получается, что парламент не работал, естественно, что бездельничал, если так мягко сказать, что депутаты парламента практически даром получали зарплату. Поэтому эти все моменты надо очень скрупулезно изучать, вникать в них, поправлять, делать все возможное для того, чтобы законопроекты были качественными, законопроекты давали пользу. А вот вы сказали, один человек ничего не сможет сделать, тогда что могут сделать 2 депутата, которые идут от 2 округов? Я, в принципе, анализирую, когда говорят депутаты 2 человека или 1 человек, который будет иметь возможность высказаться. Да, это тоже полезная вещь или будет правильная вещь, что можно будет искать с центральной трибуны парламента, выступить, сказать, заявить. Это действительно тоже момент, который можно воспользоваться. Но, хотя и говорят, что один в поле не воин, но получается, что сегодняшняя работа в парламенте,
она заключается в в коллективной работе всего парламентского корпуса. Поэтому здесь хотишь ты, не хотишь, рано или поздно надо все равно кому-то присоединиться, кого-то поддержать, с кем-то совместно договариваться. Поэтому здесь очень такой вопрос, но это мнение кандидатов, которые идут и заявляют о том, что вот я один, я сделаю все. Ну, я не стану их критиковать, не стану их и восхвалять, но время покажет. Спасибо. Сегодняшние выборы по одномандатным округам, вот как бы они представляют свои районы, да? Является ли это реформа децентрализации власти, что вот, например, власть сейчас будет не только в центре, а и по всей Молдове, по регионам? Смогут ли депутаты иметь политический вес по одномандатным округам? Понимаете, вот эту вот смешанную систему, которую принял парламент этого созыва, она апробируется, она была уже апробирована, но, к сожалению, наши молдавские власти не прислушались ни к предложению Венецианской комиссии, не прислушались к моментам тем, которые смешанная система была опробована в Грузии, в Румынии, которые со временем они отказались от этой системы. Но что есть, то есть. Поэтому мы, видимо, наверное, должны пройти и этот путь. Во-первых, эта смешанная система позволяет в том, чтобы ряд наших районов, как они разделили или раскромсали нашу республику, и ряд районов, которые остались без депутатов. То есть часть районов перешли в другой район, и получается, что большинство населения, которое находится в том или ином районе, оно поддержит своего кандидата. Тот район, который присоединен, искусственно присоединен к другому району и не имея кандидата, если у них меньшинство, то ясно, что они не проходят. К примеру, у нас в 46-й округ попали населенные пункты или Волконежского района. Волконежский район не представляет своего депутата. Если будет избран депутат по 46-му округу только чисто по Четлунскому, ясно, что Волконежка будет ждать, когда депутат к ним придет, когда их примет, когда выслушает. То есть здесь сложности большие будут. Это раз. Второе, что смешанная система сделана, видимо, для того, чтобы все-таки будущих депутатов можно было перекупить или себе переводить с тем, чтобы сделать какое-то большинство. Оно было опробировано у нас в Народном собрании, когда депутаты шли независимо, а потом вдруг они стали все демократами, и получилось так, что за какие-то заслуги, за какие-то их вознаграждения, они все-таки получилось, что они составили большинство. Так же самое может произойти и в парламенте. Это мы уже прошли, потому что, если вспомнить 2014 год, когда фракция коммунистов пришла в парламент с 21 депутатом, а потом оказалось, что 14 депутатов плюс 1 депутат, 15, которые бросили фракцию коммунистов и были куплены или были присоединены к фракции демократов. Когда демократы по итогам голосования 30 ноября получили только 19 мандатов, и оказалось, что по окончанию срока депутатского мандата у них оказалось большинство в парламенте. То есть опасность очень большая. И эту опасность, чтобы преодолеть, нужно сделать и другое, чтобы все-таки найти моменты, или, по крайней мере, на уровне парламента принят законопроект о запрете перехода или политического туризма, как мы его называем, запретить, чтобы эти депутаты, раз они прошли по партийному списку, значит, он должен оставаться. Если ты не согласен, тогда должен добровольно взять и сложить мандат и сказать: спасибо, я ухожу, я не представляю интересы больше партии. То есть честно признаться. Но что получилось в этом созыве, оно показало, что много депутатов предательски отнеслись к своим обязанностям, и в первую очередь не только к партии, но в первую очередь к своему избирателю, который избиратель за них проголосовал. Спасибо, на этом наш раунд закончился. У вас осталось 4 минуты 14 секунд, и мы переходим к 4-му раунду. Напомню, в 4-м раунде у нас конверты, на которых есть вопросы, на которые надо будет ответить. Итак, вы можете выбрать конверт. Может, сразу на 3 вопроса ответить? Ну, давайте пока на 1, потому что у вас 4 минуты. 1 минута должна остаться в конце.
Вопрос звучит следующим образом. На сегодняшний день больше половины бюджета Гагаузии уходит на образование. Однако идет тенденция сокращения дисциплин и учебных заведений в автономии. Будучи депутатами законодательного органа, каким образом вы сможете повлиять на эту реформу, чтобы привлечь молодых специалистов в автономию? Вообще вопрос как бы смешанный и вопрос очень такой обширный. Однако идет тенденция сокращения дисциплин учебных заведений автономии. Я сегодня был на встрече с учителями, но я что-то не услышал от них об этом. Поэтому здесь немножко затруднение. Я не стану отвечать на вопрос, чтобы не вводить в заблуждение. Я другое хочу сказать. Здесь проблема в другом. Надо нам решить в законодательном уровне все-таки поставить точку раз и навсегда в образовании. Чтобы образование все-таки мы ушли от этой дисциплины истории другого государства, поставить, чтобы все-таки государство Молдова шла своим чередом, и историю Молдовы изучали ученики. В школах было преподавание истории Молдовы. Второй момент, который у нас сегодня стоит очень злободневный, который мы спорим, и продолжаются споры еще начиная с 90-х годов, по молдавскому и румынскому языку. Если у нас в Конституции написано молдавский, давайте и выполнять Конституцию, ребят. Но нельзя же так, чтобы одни говорят молдавский, а другие говорят румынский. Что нам мешает в нашем управлении Гагаузии образования написать в своем расписании, написать не румынский язык, а молдавский? Что мешает? Кто нарушит в данном случае Конституцию? И мы способствуем нарушению этому закону, основному закону. Мы сами способствуем. Неужели управление образования боится взять на себя ответственность с тем, чтобы все-таки язык назывался согласно Конституции молдавской? Есть проблемы, я не спорю. Есть проблемы, но надо, по крайней мере, элементарные, которые зависят от нас, надо их самим решать в первую очередь. Никто не придет нам с Бричана или с Дандюшан, придет сюда решать наши вопросы. Если мы считаемся, что мы автономно-территориальное образование. Чтобы привлечь молодых специалистов в автономию, это проблема везде. Кадровые вопросы, во-первых, я скажу, что кадровые вопросы никто не решает и никто не занимается кадровыми вопросами. Многие ребят, которые я по опыту своему знаю, по опыту дипломатической работы, которые ребята обучались в турецких вузах, и по окончании просто-напросто они их потеряли, никто их не отслеживает, никто не знает. Были направлены отсюда, с Гагаузии, с других районов, и практически, что они окончили, и где они пропали, никто об этом не знает. Нету абсолютного контроля над этими ребятами. Спасибо. На этом наш 4-й раунд завершился. И у нас 5-й раунд. Обращение к избирателям. У вас осталась минута 27. Уважаемые избиратели 45-го округа, вы избиратели по всей Гагаузии, мы к вам пришли с программой, и мы вам пришли с месседжем, еще раз хочу повторить, что коммунисты во власти, порядок в стране. Мы очень вас просим внимательно за это оставшееся время посоветоваться с близкими, с более людьми, которые ориентируются в этих выборах, в выборной кампании, с тем, чтобы вам разъяснили ситуацию, что происходит и с чем каждая идет партия. Мы вас просим, чтобы вы, придя на выборы, на голосование, на избирательный участок, сделали правильный выбор. С момента получения этого бюллетеня до момента опускания его в урну, вы еще можете, власть принадлежит вам. Как только вы опустили, власть точно сразу же переходит уже в руки других или кандидатов, которые претендуют на должность депутата парламента. Мы вас просим, чтобы вы проголосовали за «Серп и молот». За «Серп и молот» как по национальному округу, где партия коммунистов идет 3-я по списку с символом «Серп и молот», так и по одномандатному округу, где я иду 6-м в списке по одномандатных округов. Я хочу, чтобы вы потом все эти 4 года, которые пройдут, чтобы вам не было мучительно и больно за бесцельно прожитые 4 года, чтобы мы все-таки в этой стране навели порядок и сделали все, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы вы почувствовали это и сохранить республику, поправить ситуацию экономическую, социальную для всех граждан республики, в том числе и для автономии.
Время наше вышло. Напомню, что вы смотрели предвыборные дебаты на канале АТВ, и у нас приняли участие сегодня кандидат от партии коммунистов Республики Молдова Иван Кальчик. Следующие дебаты смотрите завтра в 18:00 с кандидатами округа номер 45 Камрадского района, на который были приглашены кандидат от нашей партии Дмитрий Левинтий, кандидат от партии Демократической партии Федор Минку и кандидат от партии ШОР Нина Димогла. Все дебаты вы можете увидеть на нашем сайте atv.md. До встречи в следующем эфире. Оставайтесь на нашем канале.